Сегодня мы отдаем память, должное отдаем уважение Николаю Ивановичу Демидову. Вот. Он, начал свою трудовую деятельность в Елабуге следователем. Потом, в то время было партийное время, он был уже тогда замечен и был определен в райком Елабуги, а затем он возглавил райком строящегося перспективного города Нижнекамска. И там было сформировано начальство, круг такой определенный, в который входил мой отец. Значит, и вот у меня есть детские воспоминания того времени. Он неоднократно был и у нас дома. Тогда такое время был, город маленький, все друг друга знали. У Николая Ивановича были близкие друзья очень. Это Игнатьев Василий Иванович, это Апаков Геннадий Федорович, это Новиков Михаил Степанович. Это тогда работали вот у нас в УВД уже, это Невметов Жавдат Нурулыч, Слепнев Юрий Васильевич, Тараканов Александр Иванович. Тогда был очень тщательный подбор кадров, тогда случайных кадров в партии не было. Вот. И ему было поручено, после того, как он работал в обкоме Казани, партия, ему было поручена должность министра МВД Татарстана. Вот, он был министром самый такой, после Епеева, вот, легендарного Епеева. Время было другое, надо было уже другие искать подходы. Но я не могу судить о профессиональной деятельности, я могу судить о человеческом факторе. Он был всегда открытый, доступный. И вот потом уже я переехал, когда в Москву, он был легок на подъем, принимал во всех мероприятиях участие. Мероприятие — это клуб ДЛ-16, созданный Фикратом Хамиджановичем Табеевым и Николаем Ивановичем Козловым. И вот в то время мы собирались в ДЛ-16, а затем уже он был бессменный участник офицерского собрания, организованного полпредством Республики Татарстан. Вот. А потом уже вот мы встречались в Китай-городе у Анатолия Ивановича, потом встречались вот в полномочном представительстве. Я привозил ему всегда книги из Нижнекамска и еще газеты. Ему было всегда интересно. Вот он до последнего дня, вот года 3 его не было, значит, на мероприятиях, передавал привет Николаю Александровичу Зеленову. Вот, они тоже общались по телефону всегда. Он общался с Николаем Васильевичем Лимаевым, Григорием Никифоровичем Чигвинцев у него был друг. Вот. К сожалению, вот то, что я перечислил, уже их нет. Потом как-то с ним именно связана какая-то была такая рокировка кадров в то время. Она была продумана, взвешена. Значит, это у нас Фарид Бадреддинович Багаудинов, Ильдус Харисович Садыков. Они переехали в Казань. Садыков был председатель Совета министров тогда, Багаудинов стал министром торговли, а Невметов Жавдат Нурулыч и Слепнев Юрий Васильевич стали замами министра МВД Татарстана. Всегда то время называют застоем, да, ну какой же застой, вот было это все на моих глазах, люди рано вставали, весь день допоздна, и даже когда вот мы собирались у кого-то дома в то время, у меня воспоминания школьные тогда, всегда еще говорили про работу. Из детских таких воспоминаний про, его работу в МВД эти 5 лет, они у людей остались как такое было понятие рокировка, как в шахматах, да, вот руководство МВД Челнов переезжало в руководством МВД Казань, руководство Нижнекамска было руководством Челнов потом. И вот эта вот рокировка, смена кадров, подбор тщательных кадров, она потом положительно влияла на результаты показателей работы. У нас с Николаем Ивановичем Демидовым осталось 2 незаконченных дела. Первое. Это мы в честь столетия Татарстана снимали очерк фильмов 100 людей в честь столетия Татарстана, внесших наибольший вклад в становление деятельности республики. И вот как-то у нас он уже болел последних 3 года, не срослось у нас снять интервью. И второе дело, конечно, вот мы должны задуматься, и пока живы такие люди,
такие люди-глыбы, мы должны организовывать встречи и с молодежью побольше. Вот как было бы полезно, например, побольше встреч ему организовывать в конце жизни перед молодежью силовых структур, например, милиции. Ну и не случайно вот он последние здесь перед пенсией года возглавлял Центр по переподготовке кадров МВД в Домодедово. Мы тоже были у него на работе неоднократно, встречались там. Он всегда интересовался земляками, интересовался деятельностью, что там в Нижнекамске, как там в Татарстане. Вот я ему периодически всегда на встрече привозил книги про Нижнекамск, про Елабугу. Вот он удивлялся, смотрел, конечно, для него было удивительно. Вот. У нас Николая Ивановича останется очень светлая память, очень добрая. Я думаю, что это наглядный пример трудолюбия, чести, достоинства, пронесшие через всю жизнь. И такая трудовая деятельность в МВД и в других структурах, в которых он работал. Николай Иванович прошел достойный путь и человека, офицера, являясь организатором борьбы с преступностью. Очень важный период жизни страны, 80-е, 90-е годы, особенно на посту заместителя министра, начальника главного управления БХСС, под руководством которого нам довелось служить. Светлая память Николаю Ивановичу и еще раз соболезнования семье. Я являюсь одним, наверное, из воспитанников Николая Ивановича Демидова, потому что работал в Татарстане в управлении Главного розыска в молодые годы. Он был назначен министром. Николай Иванович – это легендарная личность, это мощный человек, сильный, красивый, человек, которому доверяли в самый ответственный период времени самые тяжелые участки работы. Даже назначение в Казани на должность министра внутренних дел Татарии был тот период времени, когда в Казани начали активно действовать преступные группировки. Их было около 10 группировок в то время. Это был 1978 год. Особенно отличалась группировка под названием Тяп-Ляп. И вот как раз в его период времени, когда он только назначен был, эта группировка совершила нападение на другую группировку, новотатарскую. И Николай Иванович, с учетом того, что было 2 человек убито, были там раненые и избитые, они просто бежала группировка, человек 50. На улице встречали, кто попадал под руку, избивали, стреляли, наносили, ранения прутьями металлическими. Благодаря Николаю Ивановичу удалось возбудить уголовное дело по статье 77 Уголовного кодекса. Это старый кодекс, еще бандитизм. И благодаря этому была создана оперативная группа, очень мощная, из сильных подготовленных сотрудников. Я хочу сказать, что Николая Ивановича назначали всегда туда и тогда, когда тяжело. Ведь в МВД России, СССР были и другие заместители министра. Но именно на такой ответственной должность, как ГУБХСС и заместитель министра, который курировал это направление, назначен был именно Николай Иванович. Я знаю своих коллег, друзей, которые рассказывали, которые работали в ГУБХСС. Для нас Николай Иванович Демидов – это легенда, это человек, который действительно внес очень много для укрепления правопорядка как в Республике Татарстан, так и на территории всего СССР и России. Я брал с вас пример вашим волевым качеством, вашей мощи, вашей силе. И столько людей, которые вы воспитали, их сотни и сотни, они все вам очень благодарны. Память о вас, Николай Иванович, будет всегда в наших сердцах. Николая Ивановича мы познакомились спустя 10 лет после катастрофы, когда он возглавлял Академию Министерства внутренних дел, будучи уже таким серьезным военачальником, обучающим на примерах ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и действия сотрудников внутренних дел
по ликвидации этой тяжелейшей трагедии. И, безусловно, его беспокоил вопрос, как самого участника ликвидации, как будут дальше жить, какое состояние здоровья сотрудников внутренних дел, надо ли им какая помощь. И мы уже имели Союз Чернобыль России, я как ее руководитель, встречались, говорили о необходимости создания такой своей общественной организации. И тогда было принято название МВД «Щит Чернобыля». Вот с тех пор, более 25 лет, мы вели очень активную общественную работу. И вообще редкость, чтобы генерал в таком высоком чине, в недавнем прошлом заместитель министра внутренних дел Советского Союза, руководил общественной организацией и так заботливо относился к своим сотрудникам, прошедшим Чернобыль. Вот это останется в памяти, в сердце не только сотрудников, но и всех чернобыльцев России, потому что организация, которой руководил Николай Иванович, до последнего дыхания, можно сказать, она сделала очень много в защиту прав и интересов сотрудников Министерства внутренних дел, начиная от пожарных и заканчивая простым постовым. И, конечно же, всех чернобыльцев России. В этот день хочется выразить соболезнования всем, прежде всего родным и близким. Прежде всего тем, кто его хорошо знал, кто считал авторитетом не только как руководителя, но и как человека. Он был честный, правдивый, мудрый, спокойный и очень душевный человек. Царство ему небесное. Искренне соболезнуем тяжелая утрата Николая Ивановича Демидова. Мы, члены Ассоциации МВД «Щит Чернобыля, глубоко скорбим об ушедшем отце. Он нам также был родным человеком. На протяжении десятилетий мы вместе работали. То, что Николай Иванович сделал для страны, для чернобыльцев, это несоизмеримо ни с чем. Пусть земля ему будет в пух, светлая память. Соболезнуем, скорбим.